Слово президенту Республики Саха-Якутия Михаилу Ефимовичу Николаеву. Дорогие сограждане, друзья, родные, близкие юбиляры, дорогие наши гости, большая группа писателей России, близкие и далекие наши друзья и единомышленники, бесконечно уважаемый наш современник, друг, учитель, наставник Дмитрий Коннович. Мы в эти дни торжественно и широко празднуем поистине уникальное и знаменательное событие истории народа Саха, его многовековой культуры, 95-летие патриарха якутской культуры, старейшины многонациональной российской литературы, почетного гражданина Республики Саха, героя социалистического труда Дмитрия Конновича Сивцева Сорун Омоллона. Юбилей такого титана культуры, как Дмитрия Конновича Сорун Омоллона, достойный повод к тому, чтобы оценить сделанное и поразмыслить о будущем. Истина бесспорная. Народ может претендовать на свою самобытность, осознание своей цивилизованности только в том случае, если бережно хранит свои истоки. Сила нашего юбиляра – сила духовная. Он, как огонек камелька, согревает и роднит нас между собой, освещает наше жизненное пространство, пополняет его общим пониманием и живительным смыслом. Дмитрий Коннович, как говорят у нас в народе, живет и творит в ногу со столетия. На его глазах происходили все великие и трагические события XX века. Появление первой якутской интеллигенции и рост несогласия с политическим и социальным бесправием, крушение царистского режима и братоубийственная гражданская война, становление государственности Якутии и классовая непримиримость, ликвидация неграмотности и преодоление вековой культурной социально-экономической отсталости. Сорун Омоллон – современник великого якутского философа и классика Алексея Алексеевича Кулаковского-Эксаколя. Вся жизнь, творчество, подвижническая деятельность Дмитрия Конновича, без всяких сомнений, во многом это претворение в жизнь идей и замыслов, заложенных Кулаковским, его знаменитом письме якутской интеллигенции. Всю свою многотрудную жизнь он посвятил, говоря словами Алексея Алексеевича, культивизации якутского народа к российской и мировой цивилизации. Трудно переоценить значимость личности нашего юбиляра, всего им созданного, достигнутого, ее заслуг перед своим народом и Родиной. Первооткрыватель многих жанров нашего искусства, одареннейший автор произведений для детей и взрослых, зачинатель жанра юмора и сатиры, комедии и трагедии, либретто опер, балетных спектаклей, сценариев для постановок и кинокартин, неутомимый собиратель и хранитель исторических памятников, организатор и создатель литературных, культурных, этнографических и исторических музеев, Дмитрий Коннович, по всеобщему признанию,
является духовным наставником народа Саха, непревзойденным знатоком, носителем культуры и народных традиций. С молодых лет первыми своими произведениями Сооронбай Молдон боролся против невежества, косности, социальной несправедливости. Художественные произведения Дмитрия Кононовича навсегда вошли в золотой фонд якутской литературы. Хорошо известны читательской массе уникальное дарование, широчайший диапазон творческой палитры, глубоко гуманистический пафос его творчества. Рассказы, повести, драмы и очерки являются хрестоматийными. Их жизнеутверждающее содержание стало началом и стержнем жизненного пути всех поколений якутского народа в 20 столетии. Другой, не менее яркой ипостасью беспокойной души Дмитрия Кононовича является другая грань его личности. В области культуры, благодаря великой подвижнической деятельности Сооронбай Молдона, так много удалось сделать, сохранить, восстановить, порой вопреки духу царившего тогда времени. Именно благодаря Дмитрию Кононовичу вал разрушительства и исторического невежества был остановлен. Голос Сооронбая Молдона звучал все громче, создавая в республике нравственный климат, при котором непомнившие родства своего хотели хоть изредка припоминать, откуда они родом и перед чьей памяти склонять свои головы. Сооронбай Молдон на протяжении всей своей жизни ставил своей задачей не только заниматься защитой исторических и духовных памятников, но и то, что может еще более важно – просвещать и формировать гражданскую позицию. Достойный сын народа Саха Сооронбай Молдон, гражданин Великой России. Одна из главных особенностей и достоинств творчества и общественной деятельности Сооронбая Молдона – любовь к родному народу, патриотизм и чувство единения российских народов. Искренняя приверженность российскому государству, духовная культура православного христианства, его любовь к великому русскому народу, неиссякаемому русскому языку были и остаются неотъемлемым качеством его человеческой сути. Вот почему в эти дни республики посещает большая группа писателей России во главе с председателем Союза писателей России Галичевым Валерием Николаевичем, за что большая наша признательность. Ровесник века 20-го Дмитрий Кононович Сивцев, современник плеяды представителей первой якутской интеллигенции, он в то же время наш современник и наставник нынешней молодежи. В своей автобиографии Дмитрий Кононович, вспоминая свое детство в далекие годы начала 20 века, писал: «В те годы я вдоволь хлебнул участь сиротской жизни. Один выполнял тяжелую крестьянскую работу. Летом косил, зимой мороз рубил трава, смотрел за скотом, ходил на охоту». За этими простыми словами ясно видна тяжесть быта, беспросветной жизни улусной глубинки на заре прошлого столетия. Тем удивительная жизнь, подвиг плеяд якутской интеллигенции, отдавших всю душу, все самое дорогое ради высокой цели вырвать родной народ из тьмы невежества и отсталости. Благодаря их труду, борьбе и жертвенности наша республика сегодня с уверенностью смотрит в лицо нового времени. Жизнь и деятельность Дмитрия Кононовича – наглядный, животрепещущий пример для нашей молодежи. Все мысли и деяния молодого человека должны начинаться со слов «как гражданин России». Так нас учит жизненная мудрость и необыкновенное человеческое чутье Дмитрия Кононовича Сивцева, Сооронбай Молдона. И мы обязаны прислушаться к опыту и мыслям нашего глубоко уважаемого старейшины.
республика наша наравне со всем человечеством вступила в 21 столетие. Мы полны самых добрых надежд и ожиданий. Республика Саха сегодня решает задачи большой новаторской силы и устремленности в будущее. Создается новый облик нашей республики. Будущее не предполагает легких путей решения проблем нового века. Но уже в первом году нового столетия человечество встретилось со всплеском ужасающего насилия и бесконечного презрения к ценности человеческой жизни. Перипетии и развитие человеческой истории еще раз доказывают великую правоту воззрений Дмитрия Кононовича. Наше главное достояние – единение всех народов России, служение России, созидательный труд во имя ее могущества и процветания. В этом залог мира, прогресса и стабильности и в нашей Якутии. Мы уверены, надо всеми силами бороться за духовность, за мир и согласие между людьми, между народами. Это мы, якутяне, и стар и млад, усвоились с первых страниц нашего букваря, созданного талантом Дмитрия Кононовича Сивцева «Сорон Омоллана». Великое наше спасибо, уважение к вашей жизненной мудрости и непреклонным годам. Доброго здравия и долгих лет жизни, наш дорогой Дмитрий Кононович. Спасибо. Указ президента Республики Саха-Якутия о награждении орденом Республики Саха-Якутия «Полярная звезда» за выдающиеся заслуги в укреплении государственности, социально-политической, культурной, научно-просветительской, благотворительной и подвижнической деятельности, получившие всенародное признание, исключительный вклад в возрождение и развитие духовности многонационального народа республики, наградить орденом Республики Саха-Якутия «Полярная звезда» Сивцева Дмитрия Кононовича, Сорона Омоллана, писателя, героя социалистического труда, почетного гражданина Республики Саха-Якутия, город Якут. Президент Республики Саха-Якутия Михаил Николаев. Распоряжением правительства Республики Саха-Якутия почетному гражданину Республики Саха-Якутия Сивцеву Дмитрию Кононовичу выделен в качестве премии автомобиль УАЗ-31514, и сегодня вручается ключ от автомобиля. Указ президента Республики Саха-Якутия. Учитывая выдающийся вклад в становление и развитие профессионального музыкально-драматического искусства Республики Саха-Якутия и подвижническую деятельность в области сохранения и популяризации культурного наследия народов Республики Саха-Якутия, присвоить имя Дмитрия Кононовича Сивцева Сорон Омоллана, заслуженного деятеля искусств РСФСР и ЯССР, героя социалистического труда, народного писателя Якутии, почетного гражданина Республики Саха-Якутия, лауреата государственных премий имени Платона Алексеевича Аюнского и Алексея Алексеевича Кулаковского, Государственному театру оперы и балета Республики Саха-Якутия и впредь именовать его Государственный театр оперы и балета Республики